тем, что в последнее время историческое образование получило развитие в сторону федерального государственного образовательного стандарта, который направил обучение учащихся истории в сторону системно-деятельностного подхода. И в связи с тем, что историко-культурный стандарт нацелил учителей на многоуровневое изучение истории, а это значит, дети должны изучать историю всемирную, то есть зарубежную, историю России и локальную историю. Так вот, учебное пособие Николая Ивановича Васильева как раз отвечает задаче истории республики нашей, истории Якутии с древнейших времен до начала 20 века как раз восполняет пробел локальной истории. И поэтому учебник был издан давно, он потребовал перемен для того, чтобы соответствовать духу времени. И, значит, современный учебник истории должен иметь текстовой компонент и внетекстовой компонент. Вот к внетекстовому компоненту относится как раз иллюстрации, методический аппарат и аппарат навигации. В связи с этим к каждому параграфу были написаны задания как перед параграфом «Вспомним», в рубрике «Вспомним», где дети должны вспомнить будут материал, который они изучали в предыдущих классах. А учебник рассчитан для старшеклассников. Так Николай Иванович написал в своем предисловии. Значит, в 10-11 классе это уже опытные учащиеся, и они умеют многие виды деятельности, и поэтому у нас только 4 навигационных таких момента. Это «Вспомним», потом «Подумаем», темы для проектов и для исследовательской деятельности. Задания после каждого параграфа имеют как репродуктивный характер, так и продуктивный характер. Это соответствует как раз системно-деятельностному подходу. И в конце каждого раздела есть еще тоже отдельные задания, которые имеют обобщающий характер. И там есть как раз темы для исследовательской деятельности и проектной деятельности. Добавлены иллюстрации, добавлен картографический материал, и в связи опять-таки с новыми требованиями есть в заданиях также тестового характера задания, например, на установление хронологической последовательности, терминологические задания и задания на соответствие. Мы очень надеемся, что учебное пособие в новой редакции поможет нашим старшеклассникам и учителям в освоении родной истории.